Да цяпляльнага сезона жылкамунарганізацыямі выкананы практычна ўсе працы, што былі запланаваны, некаторыя нават з запярэджаннем плана. Гэта правядзенне поўнага выпрабавання абсталявання, увядзенне ў эксплуатацыю пасля мадэрнізацыі кацельнай нумар 3 ў гарадскім пасёлку Радашковічы, рамонт 15 артызіянскіх скважын, а таксама прафілактычнае абслугоўванне 485 кіламетраў водаправодных сетак. Молодеченским райисполкомом совместно с Госпромнадзором и Энергонадзором были составлены и утверждены графики подготовки теплоисточников и получения заключений Госпромнадзора к отопительному периоду. В соответствии с указанным графиком 82 организации, имеющие на балансе теплоисточники, подведомственные Госпромнадзору, были обязаны подготовить котельные и получить заключение. В целом указанная работа выполнена. У асенне-зімовы перыяд цяпло павінна паступаць без перашкод. А для гэтага такі вялікі спіс падрыхтоўчых работ. Рыхтуй сані летам. Гэта выпадак якраз той. Адразу пасля адключэння цяпла вясной пачаліся рамонтныя працы на гарадскіх і раённых аб'ектах. Цяпло ў дамах залежыць ад шматлікіх структур. Маладзечанскія электрасеткі правялі рамонт і гідраўлічнае выпрабаванне 7 цеплавых магістраляў. Усяго ў Маладзечні было выяўлена больш за 100 пашкоджанняў, якія своечасова ліквідавалі. Работали и в 2 смены, и в выходные. Все повреждения были устранены согласно графиков. Значит, на данный момент все повреждения устранены, все потребители находятся с теплоносителем. Значит, на 5 повреждениях занимаемся благоустройством. Филиалом анализируется повреждаемость сетей, разрабатываются перспективные графики замены и реконструкции теплосетей. Что нашло отражение и, соответственно, в плане ускоренного развития Молодеченского района. Важным условием успешного прохождения осенне-зимнего периода является надежность электроснабжения объектов. Проведены обследования готовности потребителей, имеющих на балансе электроприемники первой категории по надежности. Так у нас по городу и району на поднадзорной территории имеется 24 потребителя первой категории, где 31 объект относится. Энергетика нашего района готова к работе в осенне-зимних условиях. И, наверное, мой доклад был бы неполным, если не назвал, кто добросовестно из года в год основательно готовится к работе в зимних условиях. Таких, конечно, большинство, но назову УЗ Молодеческая ЦРБ, в частности, подразделение детская больница и больница номер 2, средняя школа номер 8, тепловой пункт. Они всегда его идеально готовят. ЖСК, Стамол, Великий гостиниц 148 и другие. Структурными подразделениями района праца да цяпляльнага сезона 2019-2020 годов выканана амаль цалкам. Але зараз складаюцца планы и на будучыню. Размяркоўваюцца сродкі, что будут реализованы. Ведется в этом году большая работа по разработке проектно-сметной документации по модернизации в будущем котельных. На эти цели уйдет порядка 250 тысяч. Это проектные работы, как я сказал, сосновый бор. Проектные работы по котельной Морозке тоже будет переведена на щепу. Проектные работы по котельной улица Карбыша Красная будут устанавливаться котлы малой мощности для того, чтобы уменьшить затраты в межотопительный сезон при подаче горячей воды. Так само в будучым годзе завершатся працы по проектованию участка тепловых сеток у городе Молодечна и городским поселку Чысть. Тут плануется провести закольцовку тепловых сеток, что дозволит подавать тепло у 2 накірунках. Олеся Ушакова, Александр Евский, МКТБ.